1960 году я пришел в первый класс моей любимой школы. На фотографии парадная дверь моей школы. Парадный вход. Вид школы после пристроя. Фотография 1968 года. Виден второй вход, который вел нас в столовую. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография 1966 года. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография 1967 года. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография 1968 года. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография 1975 года. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография 1977 года. Я уже работаю в родной школе учителем математики. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. Фотография сделана в 1979 году. Коллектив учителей и воспитателей Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей, 1980 год. Охлопков Илья Егорович, один из первых выпускников Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей, талантливейший человек, получивший 2 высших образования. Слепцов Георгий Алексеевич, мой первый учитель. Когда я пришел в первый класс, он вручил мне в руки прибор, грифель и показал, как набивать шеститочие. И целый месяц мы старались правильно набивать шеститочие, и когда рука уставала, помогали подбородками. Зыкова Зинаида Федоровна приехала молодой девушкой из Ленинградской области в 60-е годы работать в нашу школу учителем русского языка. Пела прекрасным голосом русские народные песни, якутские народные песни. И всю свою жизнь проработала в нашей школе, отдавая свою душу, свое сердце нам, якутянам. Романов Прокопий Петрович, выпускник нашей школы, по окончанию исторического факультета Якутского госуниверситета работал в родной школе учителем истории. Талантливейший гражданин своего времени. И певец, и декламатор, великолепно читал стихи, знал поэму Маяковского «Ленин» наизусть. Великолепный хомусист, первый кандидат в мастера спорта по русским шашкам. Бушков Терентий Иванович, мой любимый директор, который поддержал меня в трудные дни поиска работы. Ким Владимир Сергеевич, выпускник нашей школы, по окончании культпросветучилища работал учителем пения в нашей школе и учил нас петь песни на 4 голоса. Наш хор был лучшим в городе Якутске. Его ребята, его ученики, хотя им было всего по 14 лет, великолепно играли на баяне такие виртуозные вещи под стать студентам мусучилищ, как «Фейерверк» и «Карусель». Парников Роман Семенович, воспитатель школы, мой любимый воспитатель, который пробудил в наших душах стремление к высшему образованию. Писарев Юрий Вениаминович, работал учителем математики и обучал немецкому языку.
Благодаря его урокам я сейчас нахожусь в научной стажировке, прохожу научную стажировку в университете Гамбурга, Германия. Всемирно известный эсперантист Юрий Вениаминович подготовил по Брайлю вручную 2 словаря русско-эсперанто синонимов и эсперанто-русских синонимов. Это огромный труд. Терентьева Николаева Раиса Иннокентьевна, учитель русского языка, моя классная руководительница. Фотография 1968 года. Выпускники Раисы Иннокентьевны по окончанию школы. Я окончил физико-математический факультет моего родного университета, и со мной моя одноклассница Христина Николаевна Неустроева. По окончанию Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей ее выпускники выезжали в город Хабаровск для продолжения учебы. На фотографии якутяне, которые обучались в 1970 году в городе Хабаровске. Выпускники Якутской республиканской школы для слепых и слабовидящих детей вместе с классной руководительницей Раисой Иннокентьевной 1969 год. Михайлов Валера, Неустроева Христина, Васильев Ваня, Дичковский Сеня и я. Я студент Якутского госуниверситета в гостях у моих однокашников Неустроева Пети, Корниловой Маруси, Егоровой Маши и Егоровой Лизы на улице Чкалова, 32. В нашей школе в то время были очень популярны шашки и шахматы. Проводились регулярно шахматные шашечные кружки. И соревнования как среди школьников, так и среди учителей по этим видам спорта. На фотографии вы видите игру в шахматы в школьном турнире среди учителей. Учитель истории Романов Прокопий Петрович и учитель музыки Савин Октябрин Егорович. В первые годы моей работы в родной школе я создал вокально-инструментальный ансамбль. На фотографии участники ВИА нашей школы.